Магомедская скорая диспетчер Майсагова. Где вас обстреляли? Адрес скажите. Пост. Все, выезжаем. Маршрут. Получив очередной вызов на оказание экстренной помощи, врачи скорой даже не подозревали о том, что чуть позже им придется столкнуться со смертью лицом к лицу. Врач выездной бригады вместе с двумя фельдшерами отправились в сторону контрольно-заградительного поста Малгобек, расположенного на границе с Кабардино-Балкарией. Именно там ровно в полночь началась настоящая перестрелка. Нападавшие успели ранить полицейского в ногу. Прибывшие на место врачи попали под шквалистый огонь. Благо водитель скорой успел сориентироваться и велел медперсоналу лечь на пол. Останавливается машина, начинается стрельба. Первая пуля полетела отсюда, получается, с обшивки прямо в окно наше полетела, первая пуля. Мадина сидела вот на этом кресле, получается, я ее кинула на пол и сама выключила свет, тоже на пол упала. Единственное, что мы успели сделать, и поползла к ней. О том, чтобы выйти из машины в безопасное место, и речи быть не могло. Любое движение привело бы к неминуемой гибели. В неподвижном состоянии испуганные медики провели больше 5 минут. За это время салон кареты скорой помощи обстреляли 18 раз. По команде вот этого Ахмеда милиция был, ходни Ахмед, أصيح رخا شات ونلجي سام أطير أول جاري تيجي صفي خاتسو عدوش لجوا مدرسي даже мосуж юагиш абахабус. Благо, в результате обстрела никто из бригады скорой помощи не пострадал. Пока врачи пытались прийти в себя и понять, что делать дальше, в самом центре перестрелки истекал кровью сотрудник контрольно-заградительного поста. Прежде чем спасти пострадавшего, медикам пришлось выживать самим. Пули залетали в салон машины, рикошетом отлетали в стороны и пробивали насквозь карету скорой помощи. На этом месте находились баллоны с кислородом. Шквальный обстрел мог стать причиной взрыва, поэтому даже под угрозой смерти врачам пришлось выбираться из машины. Пригнувшись почти ползком, медики сумели добежать до бетонных плит. Понять, откуда именно стреляют, на тот момент было невозможно. Казалось, что огонь ведется со всех сторон. Пока медики искали безопасное место за бетонными блоками, пострадавшего, который все еще находился в обстреливаемой зоне, вытащили сотрудники контрольно-заградительного поста. Тщательно осмотреть рану возможности не было. Из-за того, что даже все оборудование, все светительное оборудование, которое мы включали, включая телефоны, нам был дан указ, чтобы никаких осветительных приборов включено не было, чтобы, не дай бог, нас не заметили и не было обстрела точного. Чемоданчик с лекарствами и все необходимое для оказания экстренной помощи позже из попавшей под обстрел кареты скорой помощи принесли сотрудники правоохранительных органов. В полной темноте под свист пролетающих над головой пуль врачи сумели ввести пострадавшему обезболивающее, после чего на помощь подоспела бронированная машина, на которой полицейского госпитализировали в центральную районную больницу. Благодаря слаженным и отважным действиям спасти пациента и снять болевой шок медики смогли почти сразу. За проявленную в ночь на 13 мая смелость и высокий профессионализм бригаду скорой будут чествовать в администрации главы республики. Подвиг врачей станет настоящим примером мужества и отваги для их коллег. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.